Начинаем, да? Добрый день, уважаемые участники вебинара. С вами я, Карепина Наталья Александровна, и Скорнякова Елена Васильевна. Продолжаем вебинар «Русская жестовая речь. Практика общения». Сегодня мы познакомим вас с некоторыми словами на тему отдых. Итак, слово «отдых». Давайте попробуем вместе повторить. Отдых. Попробуйте повторить сами. Отдых. Отпуск. Давайте вместе попробуем повторить. Отпуск. Повторите сами. Отпуск. Каникулы. Давайте повторим вместе. Каникулы. Попробуйте повторить сами. Каникулы. Лето. Давайте повторим вместе. Лето. Попробуйте сами. Лето. Море. Давайте повторим вместе с нами. Море. Попробуйте повторить сами. Море. Дача. Давайте повторим вместе с нами. Дача. Повторите сами. Дача. Рыбалка. Давайте повторим вместе с нами. Рыбалка. Повторите сами. Рыбалка. Поход. Давайте повторим вместе с нами. Поход. Повторите сами. Поход. Путевка. Давайте повторим вместе с нами. Путевка. Попробуйте сами. Путевка. Путешествие. Давайте повторим вместе с нами. Путешествие. Попробуйте повторить сами. Путешествие. А теперь попрактикуемся. Используем эти слова в предложениях. Итак, при нашем образе жизни очень важен хороший отдых. Как же этот перевод звучит на калькирующем в жестовой речи? При нашем образе жизни очень важен хороший отдых. Как это же предложение будет звучать на русском жестовом языке? Образ жизни такой, поэтому отдых хороший, важно. Организм требует отдыха. Калькирующая жестовая речь. Организм требует отдыха. Это предложение в русском жестовом языке. Организм отдых требует. Мама взяла отпуск на 2 недели. Мама
взяла отпуск на 2 недели. В русском жестовом языке мама отпуск 2 недели. Время отпуска пролетело незаметно. Время отпуска пролетело незаметно. Русский жестовый язык. Отпуск пролететь незаметно. Во время отпуска я люблю путешествовать по новым местам. Калькирующий жестовая речь. Во время отпуска я люблю путешествовать по новым местам. На русском жестовом языке отпуск я путешествовать места новые. На время отпуска мы уезжаем в наш домик рядом с морем. На время отпуска мы уезжаем в наш домик рядом с морем. В русском жестовом языке отпуск уезжать домик свой, море рядом. Наша семья любит проводить отпуск в Сочи. Наша семья любит проводить отпуск в Сочи. В русском жестовом языке наша семья нравится отпуск в Сочи. Друзья договорились сначала пойти на рыбалку, а потом организовать поход в лес. Друзья договорились сначала пойти на рыбалку, а потом организовать поход в лес. Русский жестовый язык. Друзья договорились, рыбалка первая, поход в лес после. Папе предложили путевку в санаторий. Папе предложили путевку в санаторий. В русском жестовом языке папа путевка в санаторий дать. Наступили летние каникулы, и мы переехали на дачу. Наступили летние каникулы, и мы переехали на дачу. В русском жестовом языке каникулы, летнее начало, мы переехать на дачу. А сейчас мы продолжаем знакомить с лингвоспецифическими жестами. Напоминаем, что лингвоспецифические жесты – это жесты, смысл которых содержится во фразе или в предложении. Устное высказывание отсутствует. Например, у меня это есть. Все испортить. Все было хорошо, пока он не пришел и не испортил все. У меня дома есть такая книга. У меня дома есть такая книга. В русском жестовом языке следующая фраза. Все испортить. Все было хорошо, пока он не пришел и не испортил все. Все было хорошо, пока он не пришел и не испортил все.
в русском жестовом языке. Все хорошо, он пришел, все испортил. Идти обходными путями или по блату. Билетов в театр уже не было, но мне знакомые достали их по блату. Билеты в театр уже не было, но мне знакомые достали их по блату. В русском жестовом языке билетов в театр совсем нет. Знакомые по блату достали. На этом мы заканчиваем наш обучающий вебинар. Успехов вам в изучении! Прекрасного всем настроения! Спасибо за внимание! До новых встреч!